нас кухню разбомбило, и наш полк, это я когда был в этой, в пехоте, разбомбила кухню, наш полк 327-й нечем сухим пайком еще долго на тот кормить-то людей горячим нечего. Ну и разведка доложила, что праздник какой-то был, это немецкий. Они там, их на кухне стояла, они в губные гармошки, пляску там учинили, все. И разведка сказала, что кухня там у них дымок идет. Ну и, значит, командир полка приказал, я в первом батальоне был. И он старшину, говорит, Медведева, он, говорит, знату, он и шофер, и комбайнеры, там знают друг про дружку. Вот старшину меня назначили, 2 сержантов. И мы, разведчики нас довели, где пройти линию фронта, где можно. Мы по-пластунски переползли туда и на их сторону подошли к этой кухне, а сержант был, у него руки, одна рука, мои 2, здоровой, высокой. Мы ни одного выстрела не сделали, а этот сержант задушил эту часовой, ходил там, он его сзади взял, как-то за это поднял и трясет его, и насмерть. А я к машине скорее бежал, Форт-6 назывался, машина эта, кухня. Я сразу в кабину, давай сюда вперед этот рычаг, знакомиться. Завел ее, нашел тоже кое-как, завел, завел. Взад попробовал, идет, вперед попробовал, идет. Я посмотрел, сзади никого нету. Я подъехал, развернулся и... А эти, значит, вот этот сержант и 2-й сержант, они в кабину не залезли, они на крылья стали и держатся. Я на это, переехал свою линию, нашу первую, это что, будет машина идти, кухня немецкая, значит, не стреляйте. Немцы очухали, а я еще не доехал. И давай по мне стрелять, значит. Баллоны все перестреляли у машины. 6 даже пробоин было в кабине, и моих 2 этих убили, которые стояли. Мне сейчас слезы берут, вот как надо делать. А я, несмотря ничего, они упали, а я все равно пру. И на дисках на этих переехал свою линию и к своим заехал. И наши открыли огонь, чтобы они по мне не стреляли. Там короткие были такие стычки. Не то, что какая-то сторона идет в нападение или наступление, а кто отступает. А вот такие вот короткие перестрелки были. Ну и вот приехал. Она дымится, а бак-то не прошибли. А колеса ей тоже перестреляли. А я их, в общем, приехал. И накормили кашей рисовой в котле,
ура, меня таскают, подталкивают. А я перепугался тогда, думаю, все, я не доеду. А все же доехал.